Добрый вечер, на канале Сентябрь мы представляем программу Акшам. Меня зовут Адиль Турдукулов. Сегодня у нас в гостях лидер партии Арнамыс Феликс Кулов. Здравствуйте, Феликс Шашимбаевич. Здравствуйте. Ну, наверное, в кыргызском политическом поле сейчас из действующих активных политиков, таких обладающих колоссальным опытом, это вот Текебаев и Кулов, которые начинали свою карьеру на заре независимости Кыргызстана. И я вот даже помню, что вы создавали тандем в 2000 году в ходе парламентских или президентских выборов. Президентские выборы. Президентские выборы. Вот вы были политическим узником. Теперь узником является Текебаев. Считаете ли вы, что он политический узник, как и вы, в тот период? Надо всегда исходить из конкретных фактов. Если бы этот человек не занимался политикой, если бы этот человек не вел активную оппозиционную деятельность, можно было бы тогда сказать, что нет. Но поскольку, особенно в последнее время, его активность была заметна, и было заметно противостояние на политическом поле, естественно, без политической подоплеки это дело нельзя рассматривать. Вчера некоторые лидеры фракций, Бабана в том числе, и другие кандидаты, реальные кандидаты в президенты, они отметили, что это дело должно рассматриваться в рамках законности. Но тут возникает вопрос, если суды у нас зависимы от Белого дома, если у нас правоохранительные органы во многом подчиняются президенту, которых очень сильно критиковал сам Текебаев, будут ли эти органы действовать в рамках закона? Ну, это общее пожелание, наверное, любой человек так скажет, не только лидер какой-то фракции. Любого человека спросить, он скажет, да, но все вести по закону. Вопрос возникает в другом. Представьте, что человек конкретно критикует и пытается при этом представить доказательства руководителя национальной безопасности, Государственный комитет, который возглавляет Абдиль Сигизмбаев. После этого проходит вот такая операция с маски-шоу. Как это можно расценивать? Вот в простом народе говорят так, что все-таки здесь попахивает даже личной местью. Но и здесь уже есть такое понятие конфликт интересов. Да? А есть просто понятие, когда ты попадаешь, значит, под, так скажем, под крышу, под колпак руководителя, и он ведет у тебя расследование, а ты с ним в таких антагонистических противоречиях, вопрос возникает, может ли быть объективное следствие. И вот уже пошли примеры. Не допускается адвокат. Это все из-за того, что говорится в официальной прессе. Адвокат говорит, что отобрали сотовый телефон у него, Текебаева, а напротив научной ставки сидит главный заявитель, Маевский, который вальяжно расплылся в кресле и пользуется телефоном и переговаривает с кем-то. Возникает вопрос, значит, его специально так лелеют, его холят, чтобы он говорил то, что нужно. При этом может быть обеспечена независимость, когда разные отношения к сторонам процесса. Поэтому вот на форуме, который мы проводили недавно, это форум был политических партий и общественных деятелей, там было принято решение, обращение, чтобы для объективности передали из органа следственного подразделения ГКНБ или в МВД, или в прокуратуру. И при этом человеку дали возможность находиться на свободе. Тем более он на этого Маевского заявителя повлиять уже не сможет. Во многом революция 2005 года произошла из-за политически мотивированных преследований и арестов, в том числе и вас. А теперь арестовывают Текебаева. Какие мотивы были Атамбаева для того, чтобы арестовать? Потому что разве Атамбаев сам не понимает, что это ему же не принесет дивидендов? Давайте так, вот я исхожу из фактов. Говорить о том, что Атамбаев в чем-то замешан, это было бы голословно. Мы можем
подозревать, что он влияет. Но категорически утверждать нельзя, и поэтому, когда мы принимали обращение, мы исходили из того, что все-таки он влияет на эту структуру, и хотя бы он мог, и влияет, откровенно говоря, аппарат президента влияет и на судебный орган. Это надо признать. И мы надеялись, что все-таки, обратившись к Атамбаеву, он поймет эту ситуацию, что это невыгодно лично ему и не только ему. Это невыгодно стране. Я хочу объяснить, почему. Когда человек пытается обвинить своего политического оппонента, а в данном случае идет явное противостояние между Сигизбаевым и Текебаевым, и в скором времени ожидается уход Атамбаева с должности. Не надо быть большим аналитиком, чтобы прогнозировать, что произойдет. Сигизбаев попытается любой ценой доказать, что Текебаев прав. Любой ценой. Вплоть до того, чтобы, значит, там, подготовить ложную свидетельскую базу и так далее и тому подобное. Это все может выясниться потом. Чтобы это потом не выяснилось, значит, надо сделать так, чтобы убрать политических оппонентов, запугать, устрашить. Вот это уже создает очаг напряженности. Сегодня другой день на дворе, другое политическое сознание у народных масс. На это идти сегодня, ты знаешь заранее, вот это точка напряжения, очаг будущего напряжения. Кто будет в этом виноват? Чтобы этот очаг убрать, заберите уголовное дело, отдайте в МВД или прокурору. Очаг снизится напряжение. Не верят Сигизбаеву. Понимаете, в чем дело? Более того, на первом форуме, который состоялся там 1,5 недели назад, мы приняли резолюцию о том, чтобы антикоррупционную службу убрать из недр Госкомитета национальной безопасности. Почему? Сегодня Госкомитет превращается в орган политического преследования политических оппонентов власти. А есть другие угрозы. Есть угрозы политического экстремизма, религиозного, террористического характера и так далее. Зачем отвлекать большие силы? Возьмите, как происходило задержание. Мы говорим о том, что антитеррористическое подразделение оказало силовую поддержку сотрудникам ГКНБ и еще милиции сюда присоединил задержать значит, Текебаева. Правда, потом появляется опровержение от пресс-службы ГКНБ, они говорят, что это в связи с тем, что у нас опасность в аэропортах, мы там это подразделение держим. Оставим на совести пресс-службы. 2 автобуса едут на задержание. Видимо, совпало с приездом Текебаева, что надо было поймать террориста, но здесь получилось, что прилетает Текебаев. Поверим пресс-службе на слово. Но это же наивный ответ. Мы отлично это понимаем. Ну да, конечно, когда ловят политического деятеля как террориста, это вызывает по меньшей мере недоумение. Тут, если конкретно по этому делу, по заявителю, я так понимаю, это не совсем последний бизнесмен в России, даже он был депутатом от фракции КПРФ в Госдуме, и сегодня вышла информация, что этот человек был связующим звеном, работал в компании Бориса Березовского, был связующим звеном для встречи между Березовским и Максимом Бакиевым, когда тот приезжал сюда, в Бишкек. Ну, эта информация в интернете, она открытая, об этом многие источники пишут. Но меня, знаете, что возмущает другое? Я, например, спокойно отношусь к тому, что некий гражданин заявляет на гражданина другого государства о том, что у него забрал деньги. Ну, это их личное дело двух людей. Было, не было, разберется суд. Я не хочу Текебаева защищать. Может быть и было, а может быть не было. Пускай разбирается следствие и суд. Но вопрос возникает в другом для меня. Иностранному гражданину дается возможность выступить на республиканском государственном телевидении. И я понимаю, если бы он ограничился только этим заявлением, что я хотел взять деньги, он мне не давал, угрожал и так далее. Ну, понятно. Это дело двух людей. Он выполнил, не выполнил, он так сказал. Хорошо. Но возмутило другое. Многих людей, потом я когда посмотрел, я к этому мнению присоединился. И гражданин иностранного государства позволяет тебе давать политическую характеристику политическому деятелю Кыргызстана. Понимаете, в чем дело? Это опять-таки очаг напряженности. И уже возникает, я честно скажу, меня
тоже это вот как-то не только возмутило, но я вижу угрозу в другом. Стали уже говорить о том, что под приезд Путина российские спецслужбы уговорили Маевского, чтобы он выступил против политического оппонента действующей власти. Уже начинает так закручивать. Понимаете, это в народе идет. Я категорически это не приемлю, я не верю. Я знаю своих коллег по России, они никогда на это не пойдут. Внутренние дела они вмешиваться не будут. Но среди народа это распространяется. И говорят о том, что как может, да, у нас как говорят, может быть, он плохой гражданин Кыргызстана, но он наш гражданин Кыргызстана. Почему позволительно государственной власти нашей позволять оскорблять гражданина Кыргызстана с точки зрения не его личных отношений, а с точки зрения его, то, что он государственный деятель, политический деятель, и дает ему политическую оценку как политическому руководителю, не как просто гражданину, который забрал деньги. Вот это очаг напряженности, который, опять-таки, может уже носить какой-то межнациональный характер. Вот что мне не нравится, вот это, как вам сказать, ну просто недалекие люди, которые не знают, как использовать вот эти факты. Понимаете? Нельзя перебарщивать. Это в политической борьбе используют законные средства. Пришел Маевский, дал показания, что у него забрали деньги, и разбирайтесь. Нет вопросов. Забрал деньги, Текебаев ответит, если ему докажут. Ну, маски-шоу, потом давать вот гражданину политическую оценку ситуации к гражданину Кыргызстана. Понимаете, мы переходим вот эти рамки. Вот что неприятно в нашей политической жизни. Ну, наверное, в этом случае наше внешнеполитическое ведомство должно было выступить с заявлением или ноту направить, скорее всего, когда это такого рода заявления делаются. Но здесь, я этого думаю, не происходит. МИДу здесь не обязательно вмешиваться в это. Это просто говорит о том, что, ну как скажем так, политически незрелые люди. Вот объявили год культуры, нравственности, воспитания. В понятие культуры входит и политическая культура как элемент общей культуры. Так вот, политическую культуру надо себя заказываться вот с этих людей, которые сидят наверху. С них надо начинать, прежде всего, с руководителя Службы национальной безопасности. Феликс Шершеваевич, ну вы как политик и как законник подчеркиваете важность предстоящих президентских выборов, потому что мирная передача власти, наверное, пожалуй, это первый раз произойдет, потому что, ну, вот Атамбаева она путем референдума пришло, поэтому всенародно избранным, наверное, трудно ее считать. И поэтому в этом случае все как бы уговаривают Атамбаева мирно это все сделать, без всякого рода провокации. А вот такого рода политические аресты и возбуждение уголовных дел по фактам 5-летней, 6-летней давности, они не подталкивают к мысли о том, что существуют какие-то другие сценарии, кроме выборов и законной передачи власти? Это может подталкивать к мысли, но я не хочу в это верить. Может подталкивать. Не хочется верить. Почему? Потому что все-таки главное должно быть на кону – это безопасность и стабильность. Вот кто перейдет за эти рамки, осознанно, неосознанно, кто-то хочет с любой ценой остаться у власти, они понимают, уходит их покровитель. И Атамбаев прямо сказал, ему давайте верить. Он сказал, не будет операции преемника. И мы должны в это поверить. Почему мы не должны верить Атамбаеву, заочно не верить? Но есть окружение, которое понимает, с уходом Атамбаева есть иммунитет, неприкосновенность, как у главы государства. А в окружении нет. В окружении нет. И Атамбаев не сможет их защитить. Значит, они должны сделать все, чтобы таким образом, в кавычках, уничтожить, убрать с политической арены, из государственных должностей тех, кто будет им мешать. Значит, они пойдут на торг с кем-то, кого-то будут устрашать вот такими акциями, что у нас есть силы, мы можем и так можем сделать. Мы можем маски-шоу, мы можем просто вызывать в соответствии с законом, как Шикмаматова и так далее. А кто голову поднял, мы можем жену посадить, мать посадить, можем посадить мужа и так далее, и так далее. Понимаете? И люди вынуждены становиться на колени, сгибаются, потому что боятся, что кого-то посадят. Вот это страшно. И это, я подчеркиваю, в жизни нет ничего вечного, и должности тоже не бывают вечные. Я 5 лет отсидел. Понимаете? Ни митингов, ничего, я сказал, не проводить. Я против митингов. Я сказал, я так добьюсь. Через 5 лет. Другой добьется, может быть, раньше, а может быть, позже. Но рано или поздно добьются. Другой день на дворе. И время будет другое. Поверьте мне.
Просто так это ничего не останется. Некоторые недоумения у меня вызвала статья в Акипрессе, когда приводятся ваши цитаты, что в 2010 году Арнамыс получал финансирование из-за рубежа. Но вы же как законник понимаете, что это является нарушением Конституции, Да, и здесь закона о политических партиях. Совершенно правильно. Хороший вопрос. Я не знал, как на него ответить. Меня все обвиняют, и я не могу на него ответить. Я вам благодарен за этот вопрос. Когда в 2010 году, значит, проходили выборы, и вот мы сравнивали, надо в контексте смотреть, и сравнивали с 2015 годом. В 2010 году я сказал, больших денег не потребовалось, таких не было. Ну, денег, что вы сами знаете, да, масштабных подкупов не было. В основном деньги ушли на билборды, ушли деньги на, значит, газеты и так далее, и так далее. То есть за счет средств членов партии и собственных средств мы это могли сделать. И мне тогда оказали помощь мои коллеги, мои бывшие, с кем я учился. Они мне оказали помощь интеллектуально, они стали анализировать какие-то возможности. Они сюда приехали как специалисты в области социологии. Они изучили, они мне сами сказали, мы сами посмотрим, у тебя есть шанс или нет, ты освободился, как у тебя там сложилось. Вот таким образом это происходило. В следующем 2015 году они сказали, у тебя нормальный шанс, у вас в стране ситуация благоприятная, все нормально, там не будет особого такого, чтобы можно было сказать, у кого-то явный перевес. Вот. Ну, естественно, сказали, что шанс есть у Атамбаева, у других там. Вот. И говорит, у тебя тоже, ты можешь в тройку попасть. Вот такой анализ сделали. В 2010 году они тоже приезжали, сказали, у тебя шансов нет, ты не пройдешь. Я говорю, не может быть такого. Сказали, у тебя нет денег. Может быть, у них просто ходы были в Кремль? Вот нет, я говорю, это мои друзья, с которыми я учился вместе, я об этом и говорил. То есть, если были деньги бы, я в 2010 году прошел бы. Вот в чем помощь заключалась. Они сделали анализ, и я этого не скрываю. Да, мне помогли сделать анализ мои друзья. Потому что у нас нет таких социологов, которые могли бы сделать анализ, что произойдет. И поэтому я им не поверил. Ну, первый раз я так подумал, ну, я вроде лучше вас знаю, вы приехали там. Второй раз я им не поверил, сказал, нет. Я заложил свое имущество, пошел на выборы. То есть вы, к сожалению, признаете, что это была такая консультационная помощь, но не финансовая? Я признаю. Но не финансовая. Я не скрывал этого никогда. Но не финансовая. Конечно, нет. Если была финансовая, давайте так, без всяких, можно слово на мое слово можно верить, не верить. Была бы финансовая поддержка, я бы стал, наша партия прошла бы в парламент. Ее не было. В ходе последних выборов. Да, конечно. Ну, вы признаете, это что очевидно. Не без участия ваших друзей, как бы. Ну, это была как вот, поддержка. приехало, допустим, где-то, по-моему, человек 5 приехало, мои друзья, они сделали анализ, проехали по стране, переговорили с людьми, сделали такой вывод, что мы не пройдем, потому что сейчас сказали, прямо сказали, сыграют роль деньги, и вам не удастся пройти. Вот сегодня приехал. То есть они мне так, что у тебя деньги, я сказал, нет денег, ну ты не пройдешь, вот простой разговор вот был. Сегодня приехал Путин в ходе своего центральноазиатского турне в Бишкек, и наблюдая, как он побывал в Казахстане, в Таджикистане, где он не подписал документов, скорее всего, в Кыргызстане не будет никаких подписаний, но не совсем вот это хороший фон обсуждений вокруг приезда Путина в свете предстоящих президентских выборов. Даже пишут и говорят о том, что он даже перстнем может указать, кто станет будущим президентом. Вот откуда вот такая у нас рабская психология, как вы считаете? Вы можете мне поверить, я работал в должности вице-президента, да, был премьер-министром, руководителем 2 силовых ведомств. У меня очень хорошие контакты, не только с российскими коллегами были. Я лично, значит, мне приходилось общаться с Владимиром Владимировичем Путиным, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, спокойным Каримовым, Исламом Абдуганиевичем. Мне пришлось как-то общаться и с Назарбаевым, Русланом Абишевичем, да, и с Рахмоном, Имамали. То есть у меня определенные контакты личные были. Ни разу не было такого, чтобы кто-то из руководителей сказал, вот вы сделаете вот так или сделаете вот так, вот вы должны, значит, на того-то ставку сделать. Ни разу, поверьте мне, я не обманываю. Это не тот уровень людей, чтобы они могли на это опускаться, даже бы если хотели. Но чем они всегда были озабочены? Вот руководители тех государств, которые входят в ВДКБ и в ШОС, они всегда говорили только об одном. Лишь бы у вас не было вот этих внутренней гражданской войны.
не было социальных потрясений. Как выборы пройдут, кто будет, как народ изберет, кого изберет, это ваше внутреннее дело. Одна только просьба, не доводите до вот этого вооруженного противостояния. Больше ничего. И это нормально. Мы тоже переживали, как в Узбекистане, да? Я как политик переживал, и мы тоже думали, как пройдет смена руководства. Когда Ислам Ганиевич, значит, вот уже в возрасте подошел, мы тоже об этом думали. И тоже на уровне политиков разговаривали. Возможно ли там вооруженное противостояние? Значит, там Бухара, пойдем против Самарканда, как обычно, да, там группировки и так далее. Мы тоже переживали. Но, слава богу, там прошло очень цивилизованно, в демократическом русле передача власти мирная, как образец. Понимаете? Некоторые эксперты сейчас говорят, что митинги могут являться предтечей вооруженных столкновений. И сегодня даже депутаты парламента участвуют вот уже третий день на митинге против политических репрессий в Кыргызстане. Вы лично почему не принимаете в них участие? Я хочу выразить свою позицию. Когда меня осудили, тоже люди поднимались, и я прямо сказал, что я категорически против митингов. Почему? Потому что люди могут пострадать на этих митингах. Начнутся какие-то репрессии. Я за них больше переживал, чем за себя. Это первое. Я не хотел, я им прямо сказал, я добьюсь через суд, давайте дождемся. На суде я все это покажу. И на первом суде я доказал. Люди все это видели, меня оправдали. Но потом уже просто через колено сломали другого судью. И, кстати, на него я обиды не держу. Не он, другой бы меня посадил. Добился я через 5 лет, да? И через комитет ООН, и через Верховный суд добился оправдания. Но выходить на митинги, это, как вам сказать, это может быть, кто-то другой может делать, но это не для меня оказалось. Поэтому я не хочу никого осуждать, кто выходит на митинги. Единственное, чтобы вот там горячие головы, надо обеспечивать порядок, чтобы вот сами митингующие, когда организуют, чтобы не было провокаторов, и их надо гнать. Не дай бог, чтобы там вооруженное противостояние не произошло. Я согласен с вами, что митинг — это крайняя форма протеста, да. И обычно митинги организуются по политическим идеям тогда, когда других механизмов для достижения цели да. нету. И это нормальное явление. И поэтому люди выходят, да, когда не могут добиться правды в судах и даже в стенах Джорку Кенеша, потому что сами депутаты в этом участвуют. Ну, я подчеркиваю, я никого не осуждаю. Единственное, я хочу сказать, чтобы эти митинги, они не переросли в какие-то вот провокационные вещи. Феликс Шашимбаевич, вы сказали о том, что окружение Атамбаева, оно может какого-то рода провокации устраивать, да? Я так понял. В смысле того, что лично Атамбаев может это не устраивать, но окружение его заинтересовано в том, что преемник его был. А вы этот момент исключаете. И вы исключаете разве то, что Атамбаев может выдвинуть либо Албека Ибраимова, либо Сооронбая Жээнбекова, либо Сапар Исакова и так далее и тому подобное. И этот человек не будет иметь шанса для победы. Ну, во-первых, вот еще раз хотел сказать, можете представить ситуацию, да? Допустим, глава государства говорит председателю ГКНБ, ты возьми вот эти маски-шоу, организуй вот такое-то, такое-то. Ну, до этих уровней, это же не уровень президента. Я не верю, что человек, который находится на таком посту, расписывает, как нужно провести операцию по захвату политического партии. Ну, я не верю просто. Не может быть человек такого уровня по должности опускаться на такой уровень. Не верю. Вы меня не убеждаете. Не верю. Потому что надо заочно верить, что человек такого уровня не пойдет на то, чтобы расписывать. Вот ты пошлешь 2 автобуса, задержишь, жену не пропускай, адвоката не пускай. Не верю я в это. Понимаете? Это первое. Что касается окружения, я еще раз хочу сказать, окружение, это на 100% уверен. Они будут делать так, даже не советуют со своим хозяином. Личное, шкурное, заинтересованность в сохранении собственной жизни и власти. Вот и все. Собственной свободы, точнее так сказать. Имеется в виду под этим. Поэтому они будут делать все, и даже невзирая на то, что им будет говорить Атамбаев, для сохранения. Как они это будут делать? Кто-то не по недалекости будет делать маски-шоу, пугать, кто-то будет стараться найти какого-то человека, который даст еще показания, любой ценой добиться. Это уже, как говорится, вы говорите, что наш президент таких поручений из-за должности он не может давать, но я
вспоминаю, как в 2007 году, тоже не последняя должность, премьер-министр, и как разогнали митинг Объединенного фронта, Да. и он на площади взял, во-первых, ответственность за разгон, и, во-вторых, я не буду повторять его слова, которые он написал в отношении вас. Я тоже не хочу эти слова повторять, потому что человек мог находиться не в адекватном состоянии в то время, по молодости. Ну, значит, не по молодости, да. Я подчеркиваю, по молодости. Давайте мы будем априори исходить из того, что человек растет вместе с должностью. Его самосознание должно расти. А иначе нет смысла о чем-то. Ну, я смотрю, вы оптимист по душе и хороший. Я просто верю, что иногда, знаете, есть такое понятие, да. Вот я говорю, бывает человек не мудрый, а вот в него приходит мудрость с должностью. Так, есть такой даже термин, я выработал, называется мудрость от должности. Понимаете? Вот вроде бы это ваш термин, да? Да, это я придумал, да. Человек чем выше, тем начинает он вроде все эти моменты смотреть, и он понимает, если он чувствует за собой, что за ним стоит страна, или за ним какое-то министерство, он начинает по-другому рассуждать, понимаете? Тем более есть два примера перед этим. Акаев и Бакиев. Разве этого мало? Ну вот вы говорите, что это окружение может устраивать всякие дела, и в том числе провокации, и, может быть, президент тут ни при чем. Плохие бояре, хороший царь опять. Но тут же в любом случае последнее слово за президентом. И в этом смысле вы, как ответственные политические деятели, может быть, стоит сделать предложение о том, что ему будет гарантирована личная безопасность, вне зависимости от его дела в прошлом, какой-то консенсус, но не в отношении его окружения. Такого рода предложения могут быть? Когда я говорю о том, что что Атамбаев на такие вещи не мог опуститься, я хочу как бы вам сказать, чтобы все-таки Атамбаева, за ним последнее слово. Я хочу надеяться, что он это слово, веское свое, мудрое слово скажет и мудрую позицию выработает. Отойдет от каких-то моментов и интересов своего окружения. Вот это первый момент. И второй момент, что я хочу сказать. Если Атамбаев уйдет, если что-то будет против него, я первый стану на его защиту. Я это официально заявляю. Потому что мы не должны создавать прецедент уничтожения своих предшественников. Придет вместо Атамбаева другой, начнет уничтожать Атамбаева. Потом вместо него придет другой, начнет уничтожать его. Используя пример, как расправились с Атамбаевым. Нельзя этого допустить. Мы должны, наконец, один раз оторваться от этого такого мелочного подхода мстительности, понимаете? Я много раз говорил, политик не должен быть мстительным. Как человек, если тебя оскорбили, твою жену, подойди и расправь с ним, дай по-мужски ему, как положено там, или еще что-нибудь. Но в политическом оппоненте надо быть по-другому. Вот этот момент надо внушить людям, понимаете, политикам. А мы настолько стали, как, я не знаю, как кто, понимаете, хотим кого-то вот, я стану у власти, я сөзсіз мен үшін өлтіремін, да, саваймын и так далее, сделаю ему самое плохое. Нельзя на это опускаться. Но с другой стороны, Феликс Шаншибаевич, те судьи, которые вас сажали в тюрьму, и те, кто сейчас Текебаева сажают, они же работали и выполняли те же самые грязные поручения до этого. Вы исключаете всякую форму иллюстрации? Я считаю, я против любой формы иллюстрации. Я вам прямо скажу, когда я освободился, утром я же находился в Министерстве внутренних дел, в КГБ там был и так далее, чтобы порядок наводить. И, по-моему, уже под утро или там уже под вечер, я сейчас не помню, по-моему, утром было. Мне уже позвонил Оскарович Акаев, экс-президент. Позвонил не мне, а там чей-то телефон нашел, мне подходит и говорит, товарищ генерал, возьмите, вам звонит. Я говорю, кто? Говорит, Оскар Акаевич. Я беру трубку, он пытался извиняться, сказал, Оскар Акаевич, не надо, мне еще времени мало было разговаривать. И он мне говорит, Феликс Шаншибаевич, говорит, правильно поймите, вот я подпишу указ о сложении своих полномочий, но перед этим я подпишу указ о вашем помиловании, чтобы потом вас больше никто не мог никак посадить, к этому делу вернуться. Я сказал, Оскар Акаевич, не надо мне это делать, вы мне делаете медвежью услугу. Я говорю, так буду оправдывать, зачем мне это надо? Я этого человека простил, по-человечески, понимаете? Ну, человек подошел, лежачего не бьют. Я так воспитан, я вообще-то уличный парень, если по большому счету. Я воспитывался на улице, у меня, как говорят, вот сейчас так не говорят, у меня пацанские понятия остались. Я не лезу, вот, когда человек упал, упал, сколько его можно бить? Он понял, да? Ну зачем дальше с ним расправляться? А как вы относитесь к тем, кто сейчас, другого слова я не нахожу, гнобит Текебаева
и говорит, что он сам виновен в том, что и сам же стал жертвой козни, которую он до этого делал. На совести этих людей пусть останется. Не Хорошо, хочу. хорошо. Вот то, что я хочу от вас взять, Феликс Шимпаевич, с годами, возможно, вот Да. эту мудрость и всепрощение, и великодушие. Прощать, Потому что в большинстве политиков этого нет. Если меня ударят в одну щеку, я вторую не подставлю. Но есть разные вещи. И надо всегда смотреть, где можно простить, где нельзя. Те же судьи, прокуроры, которые меня обвиняли, и я их вижу, но не он другой бы посадил, понимаете? Ну какая разница? У него есть семья, он потерял работу. На меня вот грязь пишут журналисты некоторые, потом приходят и говорят, я говорю, ну что ты написал, это же неправда. Он говорит, Байке, говорит, ну правильно поймите, там люди заплатили деньги, признается. Я говорю, ты мне скажи спасибо, я твою семью кормлю. Вы его хлопаете по плечу и Ну да отпускаете. ладно, ну что, он Хорошо. кормит свою семью, это его работа. Ему дали, а я не могу ему дать. Я говорю, тогда ты бесплатно опровержение напиши моими словами. Ты же уже заработал свои деньги, я тебе не могу платить. Феликс Ну, Шимпаевич, что сделать? Такова спасибо жизнь. большое, что вы стали очередным гостем нашей программы. Становитесь постоянным гостем и желаю вам удачи и здоровья. Спасибо. Спасибо. И вашему телевидению тоже. Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. До скорых встреч и до свидания.